Танец казанских девушек. Ну, это у нас в репертуаре особенный танец. И тем более я автор этого танца. Мне бы хотелось чуть-чуть войти в историю. Будучи студенткой второго курса, я побывала на фольклорной экспедиции в Алексеевском районе Татарстана, в деревне Большие Тиганы. И вот там, вот, безусловно, для нас собрали небольшую группу довольно-таки взрослых дам, бабушек. Они были вот в красивых этих платках, а моя мама всю жизнь носила этот платок. Но это наша шаль, традиционная шаль белая. И вот, наверное, отсюда возник этот образ, отсюда возникла идея этого танца. И этот танец вместе со мной живет в ансамбле более 40 лет. Тем более мне это очень приятно. Надеюсь, что и коллектив тоже, и коллектив, и зритель наш очень любит этот номер. Мне это очень приятно. А сегодня мы с вами немножко разберем, и я расскажу об этом номере, почему он такой и почему он вошел в классику танцевальной культуры татар. Пожалуйста, девочки, первый фрагмент. Вот здесь особенность в том, что мы не используем ни юбочку, ни какие-то руки движения. Здесь все взято в шаль. И отсюда идет сама танцевальная форма этого номера. Безусловно, самое главное здесь, ставилась задача показать красоту женскую, показать скромность, ее душевное состояние, лиричность. Безусловно, это все отражено в этом номере. И если обратите внимание, девушки очень-очень скромно танцуют этот номер. Они где-то только раза два открывают глазки и смотрят на зрителя. И вот эта вот манера закрыть рукой губы, это вообще традиционная манера, она идет у нас еще с давних времен, будем говорить. Когда девушки разговаривали с мальчиками, с мужчинами, они всегда прикрывались. И вот эта вот форма движения, она остается здесь, и я ее вот сугубо оставила. Обратите внимание, глазки у нас внизу, мы не смотрим, мы очень стесняемся, мы очень скромные, ну и в то же время мы очень красивые и достойно себя представляем. Обратите внимание, я еще разочек сказала, что если традиционный татарский танец мы представляем только вот здесь, вот с юбочкой или с фарточком, здесь абсолютно идет отход от каких-то традиций. Но и взята вот эта вот форма благодаря тому, что мы вот в этих традиционных шалях. Я прошу второй фрагмент. Спасибо, девочки. Второй фрагмент приготовились. Ну, наверное, вот эти вот особенности, они как-то вошли в характер этого танца и дали ему какое-то свое лицо, свой образ, свое достоинство. То, что сейчас они проходили в танце, движения практически, это самые традиционные движения укча-баш, да? Пяточка-носочек. Вот вы, наверное, обратили внимание, как они красиво, филигранно управляют этим движением, этой лексикой. Пятка-носок – это всегда идет очень красиво, или тезмя – это у нас как бы коронные наши лексические моменты в хореографии татарской, и они здесь отражены. Ну и, конечно, когда расцветает душа и хочется немножко вздохнуть и дать хорошее настроение, и быть радостным в этом номере. Вот второй фрагмент. Вот, и то у них глазки не на вас, на зрителей, а они чуть-чуть раскрылись. Им стало очень интересно. Дайте широкую форму, пожалуйста, поехали. И вторую. Тезмя. Тезмя, да. Тезмя – это тоже бисеринки в ногах. Все очень утонченное. И, конечно, в татарском танце без вращения не обходится ни один номер. Безусловно, есть мелкие выстукивания, которые характерны вот такому лирическому настроению. Ну и, конечно, мы обращаем внимание на скромность девушек, у которых припущен взгляд. И вот только сейчас они могли красиво посмотреть на вас, улыбнуться и сказать вам спасибо за ваше внимание. Вот маленький экскурс в наш классический номер танца казанских девушек. Ну, мы считаем это классикой. Не сколько мы, сколько зритель, сколько он принимает и сколько этот номер живет в нашем репертуаре.
Девочки, я вас благодарю. Спасибо.